Для меня это был первый полный год работы на посту руководителя администрации муниципального образования Ухта. Год этот мы заканчиваем из таких моментов, которые заметны для жителей, для горожан. Это, пожалуй, что бы я отметил. Вот в конце этого года по программе Евроипотека наши первые жители Ухты, первые граждане, первые ухтинцы, бюджетники получат уже собственное жилье, квартиры. Этот дом, большой дом, будет сдаваться вот буквально в конце декабря, совсем уже скоро. В самом начале января мы открываем, наконец, закончили стройку большой современный детский сад, который уже имеет свое название «Калейдоскоп», и 220 детишек пойдут в это учреждение буквально после январских каникул, и это тоже снизит в какой-то части остроту проблемы детских дошкольных учреждений. Открылось после очень большого ремонта, мы с ним очень много занимались и много усилий это потребовало. Открылась одна из старейших школ, третья школа в городе Ухта. После огромного капитального ремонта фактически она свое второе рождение пережила. И вот буквально недавно отмечала она свое 50-летие. Как раз это все два события практически почти совпали. По 2015 году, вот я сказал уже про начало, это будет открытие детского сада. Я надеюсь, что в городе наконец будет построен, достроен храм. Это огромный долгострой многолетний, который очень-очень много лет, так сказать, уже существует. И вот в прошлом году, вернее в текущем еще, в заканчивающемся году мы довольно много потратили усилий вместе с нашими градообразующими предприятиями, и с общественностью, и с приходом. И много усилий потратили для того, чтобы эта стройка наконец пошла теми нормальными темпами, чтобы в 2015 году этот храм уже принял своих прихожан, был достроен. И я надеюсь, что в конце 2015 года, где-то октябрь-ноябрь, он откроет свои двери. Это тоже такое серьезное, существенное будет для города событие. Из больших тем, которые как бы не имеют такого реального материального овеществления, я бы назвал, наверное, тему очень важную. Это пункт захоронения радиоактивных отходов пресловутый. В очередной раз, уже много раз об этом говорилось, могу заявить, что не будет никакого завоза радиоактивных отходов ни на территорию нашего муниципалитета, я думаю, что и вообще в республику. И нас в этом поддержал глава республики Вячеслав Михайлович Гайзер. Он сам лично возглавил эту республиканскую рабочую группу, в которую собрал, так сказать, все заинтересованные ведомства, структуры, начиная от Росатома и заканчивая там различными организациями в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. И более того, Вячеслав Михайлович пошел на то, чтобы основной костяк и большинство в этой рабочей группе под его руководством составляли именно ухтинцы, неравнодушные жители, члены наших инициативных групп. Это наша общественность, это Водный, Ярик, Гашудаяк, Ухта. И вот, в общем-то, мы все вместе выработали, это было очень непросто, выработали путь решения этой проблемы, который в интересах жителей города, наверное, самый оптимальный. Некоторые, так сказать, любители комментировать ситуацию уже говорят, что это какой-то бюджет очень сложный, там, катастрофический, там, огромное сокращение расходов и так далее, и так далее. Знаете, бывали времена и гораздо сложнее, и нормально город, так сказать, переживал. Бюджет, безусловно, будет непростой. Это связано с общеэкономической ситуацией в стране, и в республике, и с макроэкономикой. Но тем не менее, я считаю, что главное направление бюджета 2015 года – это повышение эффективности бюджетных расходов. То есть я надеюсь, будем делать не меньше, просто более эффективно, чем в прежние годы мы будем расходовать те самые с трудом получаемые налоговые поступления в город. И они будут давать просто, наверное, больший эффект, будет более эффективно расходоваться. Вот основной месседж бюджета 2015 года. Экономить будем на многом, прежде всего, в том числе и на самой администрации, безусловно. Но на зарплатах бюджетников мы экономить не будем. Существуют майские указы президента. Я говорю про педагогов, про работников культуры, физической культуры, спорта и так далее, и так далее. Прежде всего мы будем экономить на тех неэффективных
расходах, которые на протяжении, так сказать, многих лет в Ухте имели, к сожалению, место. В целом, это объективные оценки, это не мои оценки. Значит, в городе стало чище, стали лучше убирать улицы, и зимой, и летом как-то больше стало порядка. Город только почувствовал, что, значит, состояние, значит, с уборкой стало еще лучше. Особых проблем не было и раньше, но сейчас стало лучше. И знаете, сейчас вот что интересно, если я посмотрел как бы прежние какие-то там год, два, три назад жалобы людей в этих вопросах были, значит, почему там не убирают, или почему, значит, там вовремя не делают то-то или то-то. А теперь знаете, какого рода жалобы идут? И это, кстати, радует. Говорят, а почему посыпают? Вот сейчас вроде мороз, а посыпают. А посыпать нужно, когда оттепель, когда гололед. А зачем там нерациональное, так сказать? То есть уже люди перешли на новый некий качественный уровень претензий. То есть раньше говорили просто не посыпают, это плохо. А теперь уже начинают разбираться, когда, чем, где, сколько. Так что это тоже некое отражение улучшения ситуации. Наконец, стало более эффективно работать управление ЖКХ. Кстати, когда я вот только пришел на должность руководителя администрации, я посмотрел статистику, там около пяти руководителей управлений, или 4, или 5 сменило за совершенно небольшой там промежуток, где-то 1,5-2 года. И какая могла быть эффективная работа? И более того, я объявил конкурс на эту позицию в городе, и на должность начальника управления ЖКХ, и на должность начальника управления экономического развития, еще на некоторые позиции. К сожалению, сложно в муниципалитете находить очень квалифицированные, высококвалифицированные опытные кадры. У нас в Ухте такая же проблема есть в Учинске. Почему? Потому что конкуренция на рынке труда, когда у нас в городе существует очень много больших уважаемых компаний, такие как «Газпром», «Трансгаз Ухта», «Транснефть», «Лукойл», уровень заработной платы, ну, к сожалению, в муниципалитете не выдерживает конкуренции по сравнению вот с заработной платой на таких предприятиях. И хорошие специалисты, как правило, ищут более лучшие условия труда. Но, тем не менее, мы смогли какие-то проблемы порешать с точки зрения кадровых наших основных позиций. И я думаю, что это все пошло во благо города. Я не делю людей на членов общественной палаты и не членов общественной палаты. Я думаю, что работу нужно выстраивать конструктивно со всем населением, независимо кто где, так сказать, в каких общественных организациях состоит. То, что у нас много общественников активных, это, наверное, хорошо для города. И я считаю, что в этом отношении тоже у нас сегодня нормальная атмосфера в части взаимодействия с общественными организациями. Неважно, это ветераны, это молодежь, это многодетные, это афганцы, это чернобыльцы, это волонтеры и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много, и я считаю, что одна из задач власти — это все-таки как раз находить общий язык с гражданским обществом. И я считаю, что Ухта в этом отношении может показать пример для многих муниципалитетов. Средства массовой информации — это вот тот самый главный, скажем, посредник, может быть, не то слово, тот самый важный проводник в диалоге между властью и обществом. Нас, горожан, не устраивает уровень цен на авиаперелеты. И вот не далее, как сегодня, я снова разговаривал с руководителем управления Федеральной антимонопольной службы в части наказания авиаперевозчика по поводу завышенных, на мой взгляд, тарифов. Но одним наказанием проблему не решить, поэтому мы искали и другие пути выхода из этой не очень хорошей для горожан ситуации. И я могу сказать, что в первую очередь благодаря главе республики Вячеславу Михайловичу Гайзеру, я надеюсь, что в ближайшее самое время, в 2015 году, появится конкурент, той уважаемой компании, которая сегодня летает по маршруту Ухта-Москва, появится конкурент в лице Комавиатранса, и уровень тарифа будет заметно ниже, чем тот, который существует до сих пор у действующего перевозчика.